Вывести из тени частные дома для престарелых предложило Государственное собрание Башкортостана. Эта инициатива прозвучала после шокирующего случая в пансионате «Моя семья» в Уфе. Обсудим детали прямо сейчас в программе интервью в эфире главного телеканала Республики вместе с Салаватом Харасовым, председателем Комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Государственного собрания. Салават Фатахович, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Давайте по порядку. В чем заключается предложение Государственного собрания? Предложение Государственного собрания заключается в том, чтобы все учреждения, пансионаты, в которых содержатся пожилые люди, вывести из тени, и только те могут проводить такую работу, содержать, то есть и оказывать уход пожилым людям, те, которые лицензировались и вошли в реестр таких учреждений официальных. Вообще, какова ситуация в Башкортостане? Сколько частных пансионатов и действительно ли их нужно выводить из тени? Вообще, что происходит там в тени? Сегодня ситуация такова в нашей республике. Всего лицензировались и в реестре таких учреждений и пансионатов находится 26 официально. Из них 5 частных, остальные государственные. В этих вот 26 учреждениях содержится более 7 тысяч пожилых людей. 4 тысячи из них недееспособные. Вот. Есть еще, по-моему, порядка 170 мест свободных. То есть они не полностью заполнены, не стопроцентно. Эти учреждения работают в соответствии с федеральным законом о социальном обслуживании граждан и республиканским законом о социальном обслуживании граждан. То есть они соответствуют всем требованиям закона. А в законе очень четко прописаны все нормативы. Как нужно содержать человека, сколько квадратных метров на него приходится, сколько человек должен жить в комнате, как его нужно кормить, как нужно лечить, как за ним ухаживать, как часто менять белье, на какой постели он должен спать, какая должна оказываться медицинская помощь. И все это официально делается, это стоит немалых денег. Вот. Но по информации налоговых органов, сегодня в республике зарегистрировано более 100 таких учреждений, которые заявились в налоговых органах, что они за оплату готовы оказывать и будут оказывать такие услуги по содержанию круглосуточному пожилых людей. А всего зарегистрированы организации, которые тоже один из видов деятельности заявили, что тоже могут оказывать такую помощь, более 260. То есть мы даже точно не знаем этой картины полной. Но в налоговых органах 260 организаций таких заявили, что они хотят такие услуги оказывать. И, к сожалению, проверять сегодня официально Министерство семьи, контрольно-надзорные органы могут только вот эти 26 официально зарегистрированных, лицензированных предприятий. А остальные сегодня находятся не то что в тени, а есть такой термин, как правило, его употребляют, как каникулы. Проверочные каникулы для этих организаций, для малого бизнеса, которые действуют до конца этого года. И поэтому, к сожалению, те учреждения, которые не лицензировались, они оказывают некачественные услуги, если их можно так назвать. Вот. Переходя к тому случаю, о котором вы начали говорить. Давайте сейчас закончим здесь. Если сейчас будет принята норма о лицензировании частных пансионатов для престарелых, то каким образом будут выдаваться вот эти документы, какой контроль должен они проходить? Есть порядок лицензирования. Во-первых, в соответствии с законодательством действующим, учреждения, которые хотят оказывать официально такие услуги пожилым людям, должны пройти соответствующий отбор и проверку. То есть в первую очередь они должны соответствовать нормам безопасности содержания в них людей, пожарной безопасности, иной, санэпидбезопасности. Должно быть количество туалетов, все удобства должны быть, где можно там за людьми ухаживать, оказывается медицинская помощь, медицинский работник, квалифицированные кадры должны быть, самое главное. Уход и медицинская помощь. Сегодня, к сожалению, те учреждения, которые находятся в тени, они оказывают услуги только по содержанию, грубо говоря, проживанию там и питанию. И то, как мы убедились, что и питание тоже не соответствует нормальным человеческим, понятиям питания для пожилых людей. И вот этот шокирующий случай в пансионате «Моя семья» в Уфе, который произошел, полураздетые пожилые люди были сняты на фотографии, затем СМИ опубликовали эти фотографии. Вы проводили свое расследование в этом пансионате. К каким выводам вы пришли?
Да, эти фотографии, видимо, сняты на телефон, были опубликованы девушкой, которая хотела устроиться туда. Мы потом с ней беседовали, виделись. Она через 2 дня оттуда сбежала, когда она увидела, как относятся к пожилым людям, как они живут, что они едят, как они спят. Не выдержали нервы. И она публиковала в интернете. Это 5 октября, месяц назад. Значит, 6 мы уже туда выехали. Сразу группа депутатов. Во-первых, обеспокоенность высказали руководители нашей республики, Константин Борисович Толкачев. Значит, мы с группой депутатов нашего комитета, моими помощниками, вместе с правоохранительными органами, представителями прокуратуры, Следственного комитета, Роспотребнадзора, МЧС, представителями Министерства семьи, выехали туда немедля, пригласили директора. Ну, конечно, они, наверное, готовились к нашему приезду, уже тех вот ужасающих таких кадров мы не увидели, но как они там объясняли, что как бы у них шло замена белья, что-то еще, но не в этом дело. Мы, когда посмотрели нормативы, которых мы дважды там были, никаким, значит, требованиям законодательства не соответствуют условия пребывания там пожилых людей. Вот по всем параметрам, и по линии безопасности, по линии питания. Там мы увидели такую убогую обстановку, ну, в которых там грязные там, значит, какие-то скатерти или что-то там, клеенки, мебель такая. Ну и самое главное, людей, когда мы увидели, кто там содержится, просто в глазах у них какая-то тоска была, и даже жалко их стало. Они даже многие не понимали вопроса, и почему они здесь находятся. Такое ощущение, что многие из них больные, как потом объяснили мне представители Министерства семьи, это они, так сказать, медицинский термин с признаками деменции, то есть они больше нуждались в помощи психиатра. Вот, и там таких людей вот содержали, не оказывая медицинской помощи, просто они там жили. Как вы считаете, почему это стало возможным? Ну вот и причиной стало то, что, к сожалению, вот сегодня возможно существование таких учреждений, пансионатов, которые могут сегодня работать, не лицензируясь, не входя в реестр. И поэтому они не подпадают под плановые проверки до конца года этого контрольно-надзорных органов. Они находятся в тени. И когда только происходят такие события печальные или трагические, только тогда они вылезают на свет Божий, и тогда мы можем туда заходить вместе с прокуратурой, правоохранительными органами. Слава Фатахович, также участники рынка предлагают вступать с таким частным пансионатом в СРО, да, в объединение. Как вы относитесь к такому предложению? Я думаю, что это как дополнение к основному требованию, чтобы они обязательно лицензировались. СРО – это ведь их добровольное объединение. Да, там есть требования к участникам СРО, но это уже как бы регулируется иным законодательством. Мы сегодня говорим об оказании услуг, об основах оказания социальных услуг. Поэтому здесь обязательно нужно входить в реестр учреждений, которые могут оказывать такие услуги. А там жесткие требования. Я еще раз говорю, в законе все это очень четко расписано. Но это достаточно дорого. Сегодня гораздо проще, наверное, у родственников принимать за деньги, за небольшие. Вы знаете же, чтобы положить в государственное учреждение, там нужно пройти медицинскую комиссию, собрать необходимые документы. Самое главное, что опекунство потом над теми людьми, которые недееспособны, переходит руководителям, директорам учреждений, в которых они находятся. Их пенсия туда поступает, их вклад становится достоянием, так сказать, этого учреждения. А так ведь многие опекуны хотят как бы владеть имуществом и вкладами, там, и пенсией там, человека, его доходами. В то же время платить небольшие деньги и помещать без всяких справок, там, без всяких хлопот в такие учреждения. Если я правильно понимаю, что сейчас инициатива, она формируется, заканчивается ее составление, затем она будет отправлена в Москву, в Совет законодателей. Какая процедура это? Насколько это сложная? Ну, процедура несложная, она тоже установлена законодательством. Есть такой серьезный орган и авторитетный в Государственной Думе, при Государственной Думе, это Совет законодателей Российской Федерации. Они рассматривают такие вот серьезные законопроекты. Мы туда будем, сейчас мы дорабатываем у себя законопроект в комитете, с юристом, ну, там есть свой механизм внутренний. Затем мы направим в Совет законодателей, когда от них придет одобрение, мы потом рассматриваем в установленном порядке на комитете, в президиуме, на заседании Государственного собрания Курултая Республики нашей, и затем будем направлять как законопроект официальный уже депутатам Государственной Думы для рассмотрения. По вашему мнению, что еще нужно принять, чтобы рынок оказания социальных услуг стал чище, прозрачнее и безопаснее, самое главное? Я думаю, что сегодня, вот, да, не дожидаясь вот этих всех формальностей, и уже решение принято Константином Борисовичем Толкачевым, мы
В ближайшее время мы ждем сейчас от Министерства семьи, от налоговых органов список этих учреждений. И, по крайней мере, сейчас депутатов по своим округам закрепим, чтобы они могли, так сказать, изучать ситуацию, встречаться с их руководителями, владельцами и изучать условия содержания этих людей. Хотя бы так, на первых порах, чтобы, так сказать, есть предложение прокуратуры, чтобы создать реестр, так называемый оперативный, чтобы все предприятия, которые стали известны гражданам, общественности, в общем, любым неравнодушным людям, они могут сообщать адреса учреждений, и, так сказать, мы по мере, так сказать, поступления этой информации могли бы тоже в пределах своей компетенции и возможностей законных начать изучать там ситуацию. Ну и те же рекомендации, видимо, и родственникам. Да, я думаю, что тут ведь про родственников это ведь отдельный разговор. Это же их люди, которые родители, да, дедушки, бабушки, которые вот послевоенные годы самые трудные для нашей страны, они поднимали экономику, сельское хозяйство, свое здоровье потратили на это, на все. Вырастили своих детей, дали им образование, жилье, все, что должны были сделать. И сегодня их, так сказать, в таких вот условиях содержат, что, я думаю, они недостойны наших пожилых взрослых людей проживать находиться в таких условиях. И здесь и моральная сторона тоже немаловажна. И, так сказать, моральная ответственность родственников этих пожилых людей, которых они туда помещают. Салават Фатахович, спасибо вам большое. Тема сложная, будем обязательно за ней следить. Напомню, что гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был Салават Харасов, председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Государственного собрания Башкортостана. И мы говорили об этой же животрепещущей теме. Спасибо вам большое. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.